Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко о главных темах. Онлайн-пресс-конференция с участием президента Республики Абхазия Аслана Бжани и депутатов парламента Италии. Инал Арцинба призывает предоставить Республике Абхазия статус государства-наблюдателя в Организации Объединенных Наций. Новая детская больница, как и где будет построена, об этом в нашем сегодняшнем выпуске. Обучение жителей Абхазии перспективной онлайн-профессии тестировщика. Право народов на самоопределение. Абхазия и Большая Европа. 9 февраля в парламенте Италии прошла онлайн-пресс-конференция депутата Матео Дель Оссо, посвященная вопросам международного признания Абхазии. В онлайн-беседе приняли участие президент Республики Абхазия Аслан Бжани, председатель Высшего совета Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса Муса Экзеков и посол по особым поручениям МИД Абхазии Кан Таня. Аслан Бжани отметил, подобные мероприятия играют важную роль в дальнейшем признании суверенитета республики на международной арене. Атынч пстазаара яхипшимрей рзихауит азин. Яхада хкылит апсна хунткара конституция, имя пгана референдум, апсны влар рейхара юкрыбжир тиит, а суверен, а демократият, зинт хунткара аша кургылраза. Харех дырвует инарт бау влар бжарат пяс хацара, иодею аам тестаху процессу. Апсны арту, а юзерат аусует сурат, Езык азашаква, рышакур гылразы, ахунткара козиги рчапха. Квахораду бхарахзы, харахапсад гилузбарц, уя культура и лызка арцистаху, Италия атулава архабхазара и хацло. Апсны Италии рыкалаква аймадараква ахрыбжарцева. Ишдыруепш, хайвдарква жнатата ахыс, эйдызкалоз рацан, и угуан таурхла реймадараква. Сара издырует абреконференция конструктивла и шуме пысва. Апсны Италии рывлерпа, рейюзерат и заказашекпа, рычера, шатас и шазыкало. И взегет счет акчарапа. Расширенную версию репортажа с онлайн-пресс-конференции смотрите в нашем выпуске завтра. В посольстве Республики Абхазия в Российской Федерации состоялась встреча министра иностранных дел Абхазии Инала Арцинба и вице-президента Всемирной Федерации Ассоциации ООН, первого заместителя председателя Российской Ассоциации содействия ООН Алексея Борисова. Инал Арцинба передал Алексею Борисову обращение на имя генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша, в котором глава МИД Абхазии призывает предоставить Республике Абхазия статус государства-наблюдателя в Организации Объединенных Наций. Этот статус позволяет Абхазии участвовать в дискуссиях Генеральной Ассамблеи ООН. Наша республика сильно пострадала в результате действий грузинских оккупантов в 1992-1993 годах. И именно члены правительства Грузии развязали эту войну. Важно отметить, что абхазский народ во главе с первым президентом Абхазии Владиславом Арцинба выстоял и победил в этой войне, разгромив врага. С тех пор мы сталкиваемся со многими вызовами в экономической и социальных сферах, а также в вопросах безопасности и другими. Российская Федерация и некоторые другие страны признали независимость Абхазии. Россия помогает в сфере социально-экономического развития и обеспечения безопасности. И это очень важно для нас. Согласно ключевым документам ООН, у всех наций есть равные права на определение политического статуса страны, и все члены международного сообщества должны уважать это. Я должен сказать, что в результате многолетней борьбы абхазский народ защитил свои права на самоопределение. И сегодня мы обратились к генеральному секретарю ООН с письмом, просьбой предоставить Республике Абхазия статус государства-наблюдателя в Организации Объединенных Наций.
Я думаю, что у всех наций должно быть право на участие в дискуссиях на глобальном уровне, и у всех государств на Земле должен быть голос. Я думаю, что пришло время действовать. Действовать незамедлительно всем членам мировой политики. Защищать и обеспечивать безопасный мир. All nations should have a voice on global level. Премьер-министр Александр Анкваб провел совещание с абхазской частью рабочей группы по реализации программы формирования общего социального и экономического пространства между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Вице-премьер-министр экономики Абхазии Кристина Узган проинформировала об итогах состоявшегося в Москве второго совместного заседания абхазо-российской рабочей группы. В повестке рабочей группы урегулирование вопросов двойного гражданства, инвестиционная деятельность в Республике Абхазия и другие не менее важные темы. Рабочая группа обсудила ход подготовки проекта меморандума между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Министерством экономики Республики Абхазия о сотрудничестве в сфере внедрения единых технологий и программных продуктов промышленности. На встрече обсуждались вопросы совершенствования законодательства в сфере здравоохранения, в том числе обеспечения условий для предоставления медицинских и санаторно-курортных услуг работникам российских организаций на территории Республики Абхазия. В числе планируемых мероприятий принятие закона Республики Абхазия об образовании, Таможенного кодекса Республики Абхазия, совершенствование налогового законодательства и другие. Министр здравоохранения Эдуард Бутва, главврач детской больницы Игорь Джопо и главный архитектор Абхазстроя Давид Эшба обсудили генеральный план строительства нового здания Республиканской детской больницы. В настоящее время осуществляется процесс проектирования. Медучреждение будет построено на территории республики больницы, Республиканской больницы. Подлежат сносу несколько заброшенных зданий. На их месте будет построена автостоянка с 2 въездами. Новая детская больница очень нужна республике для оказания более качественной и своевременной медицинской помощи детям, отметил Эдуард Бутва. Проектирует объект Новосибирский проектный институт, который специализируется на медицинских учреждениях. Больница будет построена в рамках инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия. Эдуард Бутва провел рабочее совещание с исполняющим обязанности главврача Республиканской больницы Сергеем Верзилиным. На встрече обсудили ряд организационных вопросов, связанных с приемом амбулаторных больных, маршрутизацию ковид-положительных пациентов в Гудаутский госпиталь, а также работу терапевтического и хирургического отделений. Министр проинформировал, что на данный момент больница испытывает проблемы с машинами скорой помощи. У них функционирует всего лишь 1 реанимобиль. 2 машины находятся на ремонте. Эдуард Бутва отметил, что временно с транспортом им будут помогать другие медучреждения. Сергей Верзилин сообщил, что часть медиков болеет коронавирусной инфекцией, но работа больницы не прекращалась. При этом он отметил, что врачи и средний медперсонал постепенно выздоравливают и выходят на работу. Также с завтрашнего дня в плановом порядке возобновит свою работу и терапевтическое отделение. 9 февраля 2022 года Центральной избирательной комиссией Республики Абхазия зарегистрирована инициативная группа по выдвижению кандидатов в депутаты: Габня Виталия Викторовича по избирательному округу номер 8, Джугелия Астамура Вячеславовича по избирательному округу номер 16. В тестовом режиме стартовал новый образовательный проект, нацеленный на обучение жителей Абхазии перспективной онлайн-профессии тестировщика. Проект, инициированный московской абхазской диаспорой, проводится совместно с IT-школой STEM Lab. Подробности в репортаже Сарии Кварацхели. Цель проекта – подготовить специалистов в сфере IT, создать рабочие места и дать гражданам Абхазии возможность работать онлайн на весь мир. Первый тестовый поток курса уже завершился. По итогу до конца обучения дошли 2 наших соотечественника, которые были трудоустроены в IT-компанию на позицию тестировщик. Александр Козлов – один из них. Ему 20 лет. Александр учится в АГУ на факультете международных отношений. После того, как мы прошли тестирование, закончили курс обучения, с нами связались основатели этой школы и сказали, что они смогут устроить нам собеседование в IT-компанию, которая находится в Москве, которая руководит абхазская диаспора в лице Вахтанга Тушта. И они сказали, что они нам устроят собеседование, но при этом они сказали, ничего не обещали нам. Они сказали, что все это будет только зависеть от нас, от нашей мотивации, от наших стараний.
После того, как нам устроили собеседование, мы вдвоем с еще одним мальчиком дошли до финала, и по итогу у нас было собеседование онлайн, оно проходило в Zoom, и нас приняли на работу. Сейчас я занимаюсь тестированием нескольких проектов, как по мне, очень перспективных проектов, которые разрабатываются в Москве, но не только в Москве, но и по всему миру находятся люди, которые задействованы в развитии этого проекта. Теперь я являюсь частью этой команды. Идея создания нового образовательного проекта родилась у предпринимателя, члена правления московской абхазской диаспоры Вахтанга Тужба. Вахтанг – основатель венчурной стартап-студии. Он уже много лет работает в сфере IT и считает, что современные условия и свободный доступ к интернету позволяют работать на весь мир. Меня окружает очень много интересных людей. Я смотрю, как они сидят в офисе в Москве и работают на весь мир, зарабатывая очень приличные деньги. Они могут себе позволить, не знаю, поехать зимовать на Бали или еще в какие-то страны. Вот. Я подумала, почему бы в Абхазии то же самое не сделать. Вот. Но только наших ребят нужно обучить. Вот. И как это сделать? И мы решили попробовать. Пришли с этой идеей вместе с Дауром Барганджа и Иной Барчан к Беслану Родионовичу Агрба. Он нас поддержал. Вот. И решили потестить. Сначала думали, попробуем через образовательную платформу Skillbox, оплатим 70% мы, 30% уже сам студент, так его назовем, да. Но потом оказалось, что это очень дорого, и свою помощь предложил Дамей Джонуа, с которым, кстати, мы единомышленники. Для того, чтобы трудоустроиться, необходимо пройти 3-месячный курс в школе лаборатории информационных технологий в Сухуми. Направление – тестировщик. Программа доступна только гражданам Республики Абхазия. А сейчас у нас на сайте открыта запись на курсы, куда может записаться любой гражданин Абхазии старше 18 лет. Так как желающих есть на самом деле больше, чем мы можем принять, мы решили ввести небольшое тестирование, и по результатам тестирования будем уже принимать. То есть самая главная цель – выявить мотивацию этих людей, чтобы как можно больше людей в конечном итоге было трудоустроено. Стоимость обучения на наших курсах всего 10 500 рублей за 3 месяца обучения. Это, по сути, эти затраты окупятся уже в первую неделю после их трудоустройства. Важно отметить, что глава московской абхазской диаспоры Беслан Агрба оказал финансовую поддержку при подготовке данного проекта. Чем больше будет людей, владеющих современными специальностями, связанными с IT-технологиями, тем больше у нас будет возможность участвовать в международном рынке различных IT-проектов. Это, конечно, такая некая фантазия, но в будущем все-таки я верю, что Абхазия по своим условиям могла бы вполне быть таким определенным местом, в котором бы собирались айтишники, обменивались своими знаниями, опытом, работали, создавали свои проекты. И мне кажется, это было бы очень выгодно, потому что это люди, которые приезжали бы, жили бы, тратили свои деньги, долго находились бы в Абхазии. Тестировщик – специалист, который занимается проверкой программного обеспечения с целью выявления ошибок в его работе и их последующего исправления. Основная задача – найти в программе, приложении, игре или другом продукте всевозможные ошибки и проблемы. Это одно из перспективных направлений в сфере IT. Но это всего одна профессия. А в направлении IT их очень много. По словам членов московской абхазской диаспоры, впереди очень много работы. МАД готов взять ее на себя. Сария Кварацхеля, Инала Гухава, Абхазское телевидение. По данным на 9 февраля, из Абхазии в Россию экспортировано 704 килограмма мимозы, сообщает ГТК. За аналогичный период 2021 года было экспортировано 200 килограмм мимозы. Цветы мимозы и серебристой акации используют флористы для составления роскошных весенних букетов. Особенным спросом мимоза пользуется в канун женского праздника 8 марта. Национальный банк Республики Абхазия выпустил в обращение 5 памятных монет из недрагоценных металлов «Бабочки Абхазии». Тираж каждой монеты – 500 штук.
Художник Батал Джапуа. В левой части аверса всех монет расположено рельефное изображение герба Республики Абхазия. Правее отчеканена номинальная стоимость монеты Хпсарк на стилизованном фоне бабочек. Снизу надпись на абхазском языке «Апсна Абанк» и год чеканки 2021. Слева от надписи чеканен фирменный знак монетного двора ММД. Ну а сейчас о погоде. По сообщению Гидрометцентра, 10 февраля на территории Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня возможен дождь, местами дождь со снегом, в предгорьях снег. Температура воздуха ночью плюс 3,8, днем 7-12 тепла. Температура морской воды плюс 9. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Абхазское телевидение продолжает свою работу.